Абзера шумас хатырское телехопшца, псо телехопша канала, швара шахопшут, адератера апсуа чазхо. Макяна хапхака иштоп аннухоква, убрегнат, ишудасну холоид аннухоква, ишзейгисшует, агуала газара бзия эснаг. Яхапих тыжим таджа, хариф зейта хуит, аказа купш, Давид Джебоа, айха аус шадиуло ата. Ажи занат, апсны снег патузку за занат, корахир хапхадзалан. Избанзар, шама хамзар уззым яйва айхазна пачи яган иqwатадзай qazцу, уичиду доухат мчик иманха ирбхадзона жадан. Яхазы, ажи занат уамака хархвара амамзарги уезги упылуит знапы алагу. Уиаджу аказара хуаақва дыртбайт, хехепи аамта яқшуй қарцит. Давид Джебоа заанатла туризм датхвалоп асасаиртақуя турист комплекс квер менеджер ҳва афакультет далгахит. Уи хархартаҿгьы ус иухьеит. Аха ҩныҵҟала еснагь аҟазара хьагәаҳәара иман, асахьа ҭыхраҿгьы иҽԥишәон. Абри атәы здыруаз иҩызцәа ааԥхьара ирҭеит ажьирахь. Уи акәхеит. Араҟа аусура далагеит. Ҩымзи инарзынаԥшуа азаанаҭ амаӡақәа иҵон, аҟаза диҿыԥшны. Анаҩсан ихала аиха инапаҿы иааиго далагеит. Занимаюсь горячей ковкой. Это все по старинке, на угле, вручную. Ну, естественно, какие-то в помощь приходят новые там, станки, все остальное. Но в основном все по старинке делается. Все те работы, которые мы делаем, без творческого склада ума, допустим, да, или мышления, ничего не сделаешь. Тут в основном вся работа связана с этим. Если брать профессию кузнеца, мы как-то здесь сидели так, подсчитывали, около 40 профессий включает наша работа. Это начиная с проектировки, заканчивая токарными, фрезерными делами. Ну, очень много работ, которые мы делаем сами. Не, можно работать и без всяких творческих порывов, делать там основную какую-то работу и выполнять там, как полагается, но потихонечку начинаешь сам себя ловить на той мысли, что без каких-то творческих идей, без азова вот этих ничего не получится. Ну, учителей много. Первое, с кем я познакомился и с кем вообще, кто мне показал кузнечному делу, это был Геннадий Мороз, белорус. Он здесь работал, меня учеником к нему представили. Я где-то 3 месяца с ним поработал. Там холодная ковка. Это все было со станков. Той красоты и той атмосферы, как, допустим, работаешь с углем на горячей ковке, такого не было. Ну, потихонечку, когда уже каких-то основ достиг, уже как-то, знаешь, самому, когда уже начал разбираться, там, горячая ковка, холодная ковка, там, кузнечная сварка и все, вот эти мелочи, когда уже начал понимать, уже как-то вот к этому больше начал тянуться. А тут, что касается, допустим, оружейных дел, Тимур Дзидзария, это первый человек, который сегодня нам здесь подсказывает, помогает и направляет в нужное русло. А так все, знаешь, как-то вот так. Если какие-то вопросы возникают, сейчас интернет очень сильно помогает. Вот у меня, допустим, буквально на днях кое-какие сложности были в изготовлении. В интернете у меня знакомые, друзья, которые занимаются этим делом. Там есть какие-то сообщества, группы и все остальное. И вот как-то там, знаешь, на форумах с друзьями пообщались. И вот результат меня порадовал, в принципе. Клиент тоже был рад. Ну, так как-то учимся потихоньку.
принципе, можно сделать все. Но железо тоже есть, знаешь, как вот ты работаешь, и оно вот отворачивается от тебя, вот не хочешь, не получается какая-то деталь, да. А есть такие моменты, когда все происходит гладко и вообще без проблем. Но мне кажется, это все-таки приходит с опытом. Кузнец, допустим, берет в руку железяку, да, вот обычное железо, ничего в ней нету. И он знает уже, что с ним делать, как с ним обращаться и что из него выйдет. Если таких пониманий не будет, да, допустим, мне кажется, в кузнечном деле делать нечего. Самое главное это видеть то, что ты будешь делать, понимать и, естественно, потихонечку со временем вот эта близость с металлом, она все-таки... А металл, он считается холодным материалом. И когда ты с ним работаешь, когда ты занимаешься таким делом, как наше, ты начинаешь понимать, что далеко не холодный металл. Разные, в принципе, сорта есть металла. Ты когда его нагреваешь, делаешь все, что тебе нужно. И никаких проблем между тобой и металлом нет. Вот ты приходишь на кузню, начинаешь работать, и если ты будешь каждой окалины, каждого гонка бояться, там, ой, обжегся, ой, там, обгорел, то точно ничего не получится. Ну, мы как-то, знаешь, потихонечку привыкаем. Естественно, там первое время было больно, как-то, знаешь, старались избегать, но сейчас уже, когда привыкаешь к этому, мне кажется, на такие мелочи внимания не обращаешь. Ты иной раз даже, бывает, там, вот горит рукав, надо отковать, там, доделать, и терпишь или как-то пытаешься по-другому взять. Ну, в принципе, нет, страха уже нету того. В принципе, нет, я не единственный человек в моем возрасте, кто этим делом занимается, но как-то все-таки, знаешь, сама специфика работы и сама работа не из таких, к которой люди тянутся и что-то пытаются тут сделать. Мне кажется, это все, знаешь, все зависит от человека. Ну, когда есть какие-то соображения, есть творческий порыв, и каждый хочет, пытается себя выразить в чем-то, да, у меня, допустим, в этом получается. И так и тянутся люди. Ну, нельзя отрицать то, что основополагающая все-таки финансовая сторона. Тут на кузне, я сейчас не знаю таких людей, которые на кузне стали богатыми, там. Богат ты можешь стать творчески. В принципе, сделать можно все. Какие-то цели перед собой ставишь, и когда ты их выполняешь, эти цели, допустим, у тебя уже готовое изделие уже есть, и ты начинаешь понимать то, что ты поставил перед собой цель, сделал, а что дальше? Вот в данный момент вот серия у меня идет «Солдат кованых». Я как-то очень давно об этом думал, тут еще поэтапно так получилось, что выставка намечается, и к выставке надо было что-то кованое сделать, а мы что можем на выставку предложить? Это холодное оружие, и как-то вот эти солдаты пришлись по теме, и вот я начал этих солдат ковать, очень много чего попортил, очень много металла сжег. Потихонечку, но знаешь как, вот у меня была цель сделать их, очень давно причем, я об этом думал не первый день, ну в данный момент я могу ими похвастаться, и это уже как-то, знаешь, духовно тебя поднимает.
это? Для чего ты его создал? Ты собрал сам, да, я как понимаю? Ну да, здесь ничего такого сложного и гениального нету, это всего лишь у каждого там в детстве какие-то мысли, там машину собрать, багги, картинг, там разные виды всего. И вот потихонечку, ну, дружба была. Покрышки так чисто случайно оказались в нашем цеху, как-то потихонечку все находилось, и вот как-то так это вот. мотор? Это мотор, да, Чего? мотор Дружба Пила. 4, пила, да, советское производство, более-менее доступных моторов. Вал сами точили, раму тоже сами варили, сиденья от велосипеда детского. И вот потихонечку собираем, не знаю, ближе к лету, наверное, мой мелкий будет уже по городу красоваться. Что еще осталось? Ну, осталось так, чисто по мелочи докрасить, переднюю ходовую доделать. Тут покрышки стоят просто так, Ну, а пластмассовые. темп, Не, ничего не будет. ничего не будет. Будет все вот в таком виде, только единственное, что руль поменяется, покрасится, по ходовой надо кое-что доделать. Ты знаешь, очень много комментариев и дискуссий вообще в плане этой машины у меня происходит. Вот я в Инстаграм, у меня страница, я их фотографии скидывал. Очень много женщин интересуются. Одна даже спрашивала, где мы это собираем. Мне вот просто интересно стало, для чего это ей нужно. Оказывается, у нее сын, около 7-8 лет парню, заинтересовался, и вот она спрашивала, может, кружки какие-то есть, какие-то, где можно этому, отдать ребенка, да. Вот я так просто посмотрел, ты знаешь, вот во многих странах при автошколах есть такие детские, юношеские школы, там картинг и все остальное, там они кружки всякие, собирают машины, собирают движки, показывают это все с детства. Вообще сама тема, она очень такая, знаешь, вот как раз именно актуальная, да, в нашем плане, сколько у нас тут аварий и все остальное, да, при автошколах открыть вот такие вот детские юношеские школы, где детям будут показывать на практике, в теории правила дорожного движения, то, как собирается мотор, машина, из чего состоит, из-за каких агрегатов, и все потихонечку. Я, например, своего ребенка с удовольствием отправил бы в такую детскую школу, где я буду уверен, что он со временем, лет к 18, к 19, к 20, да, он будет уже понимать, что такое машина. Все-таки с детства, если связь поймаешь вот с этим, в будущем будет легче, мне кажется. Ну вот, это наша мастерская. Здесь в основном мы занимаемся такими мелкими работами. Шлифовочными, Да, ну не только шлифовочными. В основном здесь вся жизнь проходит. Допустим, вот когда ножи собираем, основная работа у костра это отковать металл, а все остальное происходит здесь. Естественно, как-то хочется в тепле и все остальное. Да, потому что там Условия было все, очень да. холодно. И Вот это те самые солдатики, да, о это вот которых ты те рассказывал. самые солдаты, да, о которых шла речь. Ой, они чуть тяжелые. Ты обрати внимание на их осанку, их положение, такие готовые к бою, воинственные, гордые солдаты получились. Так, если углубляться, не знаю, каждый, наверное, видит в этом свое что-то. Сейчас сказать, что это моя собственная идея, и я это
Первый человек, который сделал такое, я не могу, потому что очень много таких художественных работ, связанных с ковкой в интернете. Что касается оружия, допустим, да, вот, которое они держат, щит, обрати внимание, он сделан в таком плане, ну, в таком исполнении. Абхазский национальный щит получается. С луком тоже, ну, в принципе, можно поспорить, потому что у него форма среднеазиатского лука. Щит, меч, лук, как-то это у абхазцев одно из оружий, чем они пользовались. И вот я как-то вот такие мелочи тоже попытался выразить. То есть это все ты на выставку? Да, это на выставку. Сочетание металла, дерева, рог, кожа. Это вот основные какие-то материалы, с которым медь, серебро. Основные материалы, из которых собирается нож. Вообще абхазский нож не принципиально из чего сделан. Сама форма и понимание абхазского ножа имеет свои какие-то правила. Да. И вот по этим технологиям, по этим правилам и сделаны эти ножи. Вот этот знак, вот. Что это за знак? Наше кузнечное клеймо, символ свободы, Агулшап, решили сделать вот такое вот клеймо. Ну, кованой елки у нас не получилось. Все, что мы сделали тут до Нового года, раздавали подарки, как говорится. Естественно, хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать счастья, радости в жизни, что больше сказать. Ну, каждый человек кует по-своему свое счастье. Дай Бог, чтобы каждый имел такую возможность в этой жизни реализовать себя в том плане, в котором он этого всего хочет. Давид иажәақәа рыла иара еснагь иҭахын аҟазара дадҳәалазарц, иҩнуҵҟатәи идунеи ирҿиаратә гәаҭа ҭаха инаҭомызт, даргәаҭеиуан. Иахьазы иара ихәыцрақәа ииҳәарц ииҭаху зегьы аихала иааирԥшуеит. Аусура данаҿу иааикәыршан иҟоу адунеи ихашҭуеит, аихеи иареи рымацара еизынхоит. Ирҳәоит ауаҩы аҟыбаҩ анило, уи егьа уашьҭазаргьы иузыхәаҽӡом, адәахьы ицәырымҵыр ауӡом ҳәа. Давид иааит иара иҩнуҵҟатәи идунеи аԥсабара иланаҵаз ацәаҩа. Уи иаԥиҵо убла зыргәырӷьо амаҭәарқәа рыбзоурала иааҳакәыршан иҟоу адунеи еиҳагьы иԥшӡахеит. Ҳаҭыр зқәу ателехәаԥшцәа, абри иоуп иахьазы абзиараз анаҩстәи ҳаиқәшәаранӡа.